Глава 28. Выигрывая приз. Все современные модели автомобилей испытываются на стойкость резины. Тоже и в твоей жизни. Когда резина трется о дорожное полотно, что ты за человек? Ты ленив и быстро стираешься? Шуршишь и ворчишь? Стоек к износу и терпелив? Иаков в 1 главе в 12 стихе сказал: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Слово «блажен» соотносится с радостью. Мы могли бы сказать так: рад человек, одолевший соблазн. Радость ждет в конце, вряд ли во время испытания. Радость порождается стойкостью. Такое тестирование скрывает твой истинный характер. Как противостоять искушению? Преодоление соблазна, как и другие стороны жизни христианина, требует соблюдения определенных принципов. Если ты используешь приведенные далее рекомендации в своей жизни, то победишь искушение. Во-первых, настрой свое сердце. Твое сердце должно быть настроено против источника соблазна. Если сегодня ты думаешь так, а завтра иначе, ты не стоек. Каждый раз, когда ты не уверен, что правильно, а что нет, ты готов сделать неверный шаг. Даниил решил в своем сердце, что не будет осквернять себя мясом с царского стола. Смотрите Даниила, 1 главу, 8 стих. Даниил осознавал свою правоту и сказал: «Я решил в своем сердце, что не оскверню себя». Каким образом лучшая в мире пища может осквернить? В Вавилоне все мясо сначала предлагалось идолам, а лишь затем попадало на стол. Даниил служил бы дьяволу, если бы дотронулся до этого мяса. Даниил принял решение держаться стойко, и Бог почтил его за это. Во-вторых, смотри, с кем ты говоришь. Некоторые могут попытаться отворотить тебя от веры в Бога. Жена Иова сказала ему: «Ты все еще тверд в непорочности твоей». Кто-нибудь сегодня может сказать: «После всего, что с тобой случилось, ты еще ходишь в церковь?» Жена Иова предложила: «Похули Бога и умри». Но Иов ответил ей совершенно правильно: «Ты говоришь, как одна из безумных». Прислушивание к дурным советам может завести тебя в беду, в болото греха. Иов отверг совет жены. Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Читаем в книге Иова, 2 глава, 10 стих. Выбирай направление по Богу и избегай недобрых советов. В-третьих, избегай общения с плотскими людьми. Безбожные компаньоны могут отвернуть твое сердце от Господа и путей Его. В притче 4.14 говорится: «Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых». Если твои товарищи – люди испорченные, ты тоже станешь таким. Если тебе нравится общение со старыми друзьями, ты можешь вернуться на старые пути. Если хочешь жить во славе и победе, то выбирай хороших товарищей. Чтобы идти с Богом, надо идти с людьми Бога. В-четвертых, будь готов к встрече с искушением. Если ты хочешь добиваться побед в христианской жизни, будь всегда духовно готов к битве. В послании к Ефесянам 6.13 сказано: «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. Когда все это выполнено, стой крепко». А надо ли противостоять? Почему мы должны остерегаться греха и преодолевать искушения? Потому что Христос наказал нам жить в совершенстве. Мы не можем достичь полного совершенства, но должны проявлять его в любви и обязательствах по отношению к Богу. Иисус сказал: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Если ты намерен жить победоносной жизнью, не делай ни шага назад,
Двигайся только к совершенству. Будь сегодня лучше, чем был вчера. Твоя христианская жизнь на этой неделе должна быть более зрелой, чем на прошлой. Апостол Павел сказал: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Многие могут рассказать, как надо жить правильно, не применяя это к своей жизни. Каждый грешник может прочитать часовую проповедь о том, как надо жить праведно, а затем преспокойно богохульствовать, блудить, напиваться. Павел сказал: «Если я не управляю своим телом, не подчиняю его, то сам буду грешен, проповедуя другим. Я должен не только рассказывать, как надо поступать, но и сам делать это». Два священника позвонили мне и попросили помолиться за них. Хотя у обоих были большие церкви и успешное служение, эти пасторы были подавлены. Как проповедовать радость пастве, когда сам пребываешь в унынии? Не учи других, будучи грешным. Ты должен одолеть искушение во имя Иисуса. Уклонение от ошибок. Апостол Павел сказал: «Все это происходило с ними, как образы, а написано в наставление нам». 1 Коринфянам 10 глава, 11 стих. Если ты замечаешь, что происходит с грешником, это уберегает тебя от падения. События, описанные в Ветхом Завете, помогают нам избегать ошибок. Говард Картер, мой учитель и наставник, говорил: «Не думай о том, с чего я начинал. Ты начинаешь там, где я заканчиваю, и идешь дальше». Иногда он упрекал меня. Я встречал молодых людей с огромными привилегиями, но они так ничего и не добились. «А что ты собираешься делать?» «Все, что только смогу», — ответил я. «Сделай больше этого», — поправил он. Многие годы он подталкивал меня поверить в лучшее от Бога. Когда мы видим кораблекрушение, то не садимся на это судно. Когда мы наблюдаем расхолаживание других, мы не должны прыгать в тот же омут упадка духа. Когда мы видим, как другие спотыкаются на дороге жизни, мы не обязаны избирать тот же путь. Существует путь победы для каждого из нас. Когда ты читаешь о грехах Самсона и Давида, ты можешь избежать таких же ошибок. Их путь и искушения описаны в Библии, поэтому ты можешь обойти подобные капканы. Иаков раскрыл нашу силу и власть над грехом. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Многие из нас помнят последнюю часть этого стиха, но забывают о первой. Прежде всего, подчинись Богу, предавая Ему всю свою жизнь. Только после этого ты получишь право требовать, чтобы дьявол удалился. Когда ты покорен Господу, сатана покоряется тебе и уходит. Если ты не подчиняешься Богу, сатана тебя тоже не послушается. Если ты живешь в грехе, то не можешь потребовать: «Оставь меня, дьявол». Он просто не обратит на это внимания. Он лишь стиснет тебя покрепче. Но если ты подчиняешься Божьим наказам, дьявол не посмеет коснуться тебя. Бег к победе. Когда мы становимся сильными в Господе и Его всемогуществе? В первом послании к Коринфянам 9:24 говорится: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Мы побеждаем, когда направляем свою энергию на добрые дела. Этот стих напоминает бегунам, что невозможно завоевать приз, сидя в кресле качалки. Он напоминает, что не стоит дожидаться короны, развалившись на диване перед телевизором. Библия требует: беги. Если мы хотим облечься могуществом от Бога, мы должны выполнить программу тренировок духа. Приз получает тот, кто бежит, так что не сходи с дистанции. Когда Павел посетил Афины, то должен был застать подготовку к Олимпийским играм. Он видел молодых мужчин, сильных, энергичных, целеустремленных, подготовленных к состязаниям.
Наблюдая этих стремящихся к мастерству и совершенству атлетов, Павел понимал, что в их жизни много ограничений. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. 1 Коринфянам 9:25. Тренирующиеся атлеты не ложатся поздно, не обжираются горами пищи. Каждый, стремящийся к мастерству в любой сфере, придерживается умеренного образа жизни. Дисциплина – это ключ к победе. Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Читаем в послании Евреям, 12 глава, 1 стих. В этом секрет победы. Оттолкни любой грех, висящий на ногах пудовыми гирями, и старайся выиграть свой забег. Награда стоит того, чтобы полностью выложиться в этой гонке. Выдержавший испытание получит венец жизни. Испытание твоей веры драгоценнее золота. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Читаем в книге Откровения, 3 глава, 21 стих. Когда подступает искушение, отбрось его в сторону и маршируй прямо вперед. Живи для Иисуса и люби Бога. Если ты действительно любишь Бога и подчиняешься Ему, то будешь продвинут Отцом на более высокую ступень в Его Царстве. В этой жизни мы получаем земные награды за добрые дела, но мы живем и для вознаграждения на небесах, которое будет дано каждому, получившему жизнь вечную. Не давай дьяволу смутить тебя. Если он удерживает тебя от посещения церкви, если не позволяет тебе свидетельствовать, если останавливает твои молитвы, если не дает читать Библию, то победитель – дьявол, а не ты. Молись вместе со мной: «Отче, спасибо за победы в жизни, дьявол повержен и поражен. Я победил с Иисусом, и я буду побеждать дальше. Дай мне помазание веры, стойкость до конца и победу с венцом жизни во имя Иисуса Христа. Аминь. Тебе дана власть над сатаной и над миром, воспользуйся ею. И сия есть победа, победившая мир, вера наша». 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих.